Друзья, ну что, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас такой нетипичный для города Якутска ветреный день, но все это, я думаю, приукрасит тот факт, что мы сегодня с вами познакомимся поближе с новинкой этого года от компании Kia. Это Kia Sportage 22 года. Находится за моей спиной, белого цвета, максимальной комплектации. И давайте же мы узнаем, что приготовил для нас этот производитель. Начнем знакомство с внешнего вида. Я на самом деле хочу сделать это побыстрее, потому что очень сильный ветер на улице. Значит, здесь сразу, глядя на зеркала заднего вида, можно понять, что машина оснащена камерами кругового обзора. То есть вы видите все пространство вокруг автомобиля на 360 градусов. Камеры установлены здесь и, соответственно, спереди и сзади. Данный автомобиль максимальной комплектации укомплектован панорамным люком, панорамной крышей. Глядя на лобовое стекло, можно понять, что здесь находится камера интеллектуального круиз-контроля, то есть это удержание полосы. В общем, все фишки, которыми должен обладать современный автомобиль. Здесь у нас багажник открывается, соответственно, с кнопки. Я думаю, что этим уже ни у кого не удивишь. Багажник достаточно просторный. Вот находится здесь запаска полноразмерная. Что мне понравилось в этом автомобиле, то что, например, кресло заднего ряда можно сложить просто одним нажатием вот этого рычага. То есть вот открыли, опустили одну часть, соответственно, то же самое сделали и со второй. Не надо там открывать боковые двери, заходить там, какие-то рычаги нажимать и так далее. Ну и, соответственно, если, допустим, убрать вот эту часть, то здесь можно, в принципе, хорошо отдохнуть. То есть, если вы выехали за город на рыбалку, я не знаю, по ягоды, по грибы с ночевкой, то очень хорошо можно здесь в этом автомобиле и переночевать. Ну а закрывается он, соответственно, также нажатием кнопки. Все это дублируется на пульте управления автомобилем, на пульте штатной сигнализации. На данной комплектации установлены 19-дюймовые достаточно такие симпатичные диски. Автомобиль в этой комплектации имеет объем двигателя 2,5 литра и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также есть версии с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Но вроде бы по внешнему виду мы пробежались. Я разве что забыл, наверное, сказать про фары. Здесь они светодиодные, линзованные. И вот достаточно такой вот симпатичный, уже такой, можно сказать, основной признак автомобиля Kia. Такие вот красивые ходовые огни. Ну а решетка радиатора тоже исполнена достаточно красиво. Вообще, в целом, глядя на этот автомобиль, ну, не возникает никаких каких-то таких отрицательных эмоций, только положительные. А сейчас хочу перейти к самой хорошей части. Это перебраться наконец внутрь автомобиля. И как видите, ветер действительно сегодня очень сильный, уже немного даже прохладно стало. Но сейчас мы переместимся внутрь, потому что все основное, вся красота и технологичность этого автомобиля скрыта именно внутри. Друзья, ну что, здесь гораздо комфортнее, уютнее, теплее, чем снаружи. Но сразу, что бросается в глаза, это огромный дисплей, который находится прямо перед водителем. Здесь по факту их два. С правой стороны мы можем видеть, соответственно, такой больше информационный дисплей. Здесь находится карта, он, кстати, сенсорный. Карта, навигация. Данная мультимедиа-система также работает с Android Auto и Apple CarPlay. Ну и управление, в том числе и климатом, производится также с этого экрана. Надо отметить, что здесь двухзонный климат-контроль. То есть, если вы как водитель больше любите попрохладнее, ставите на себя обдув, ну, соответственно, может быть, кондиционером, да, а вашему пассажиру можете добавить температуру, если он мерзляк. Вот, ну, что далее? Ну, вот это стандартная, соответственно, здесь информация про обороты двигателя, по спидометру. Также здесь показывается информация, когда вы работаете переключением вот этого колеса. Здесь несколько режимов. Это, соответственно, эконом режим, нормальный режим, спорт режим, смарт режим.
Ну и если нажимаете на эту кнопку, то переходите в режим Terrain. Здесь перед вами открывается еще три вида, три режима движения автомобиля. Это снег, грязь и песок. Вот эти вот лампочки подсветки, они сенсорные, и достаточно просто провести пальцем, и они так вот срабатывают. Здесь я думаю, многим понравится то, что находится беспроводная зарядка для телефонов. Если ваш телефон обладает такой функцией, то, соответственно, она для вас есть. Причем положили и закрыли крышечку вот так вот одним движением, нажатием пальца. Ну, я уже не говорю про зарядки USB. Я вижу, даже здесь есть разъем Type-C. Ну и, конечно, классический прикуриватель, причем достаточно мощный, на 180 Вт. Двигаемся далее. Давайте уж, раз начали с этой панели, кнопка старт-стоп. Далее подогрев сидений водителя, пассажира, также обдув. Например, в жаркий летний день очень, я думаю, будет пригодиться эта функция. Подогрев руля, кнопка помощи спуска с горы, парктроник, камера кругового обзора. Вот то, о чем я говорил. Камеры установлены по всему периметру автомобиля, по всем 4 сторонам. Ну, здесь у нас вокруг нас поле. Ну, а если вы находитесь в городской среде, то очень удобно, видно все нюансы, которые вас окружают не только сзади, но также и слева, справа, спереди. И, в общем, возможно, это пригодится, я думаю, в любом случае пригодится любому водителю. Далее, мультируль. Ну, здесь стандартные настройки управления с магнитолой, управление мультимедиа-системой, управление интеллектуальным круиз-контролем. Что еще можно отметить? Кнопки на левой стороне водительской имеют кнопки памяти для настройки водительского сидения. Давайте-ка нажмем. Интересно, кто сидел до меня. Так, ну, у меня так, сидел кто-то ниже меня ростом. Ну и, соответственно, например, если вы пользуетесь автомобилем вдвоем, там муж, жена, да, допустим, супруга, то достаточно, допустим, ей нажать на кнопку 2, и ее, получается, она выше вас, соответственно. Так. Так, ну, видимо, еще это новый автомобиль. Но можно это сделать таким образом. Вот давайте я настрою под себя. Причем большое количество настроек у сидения, если я не ошибаюсь, около 11, по-моему. У пассажира вроде 8, но я могу немного ошибаться. Соответственно, регулировка по высоте, а также регулировка угла наклона сидения. Так, это мне высоковато. Давайте-ка вот так. Вот, и в целом, а руль у нас классическим механическим способом управляется. Ну, в принципе, там всего 2 положения. Так, ну вот. И чтобы запомнить данные настройки, мне достаточно просто нажать на цифру 1 и дождаться до сигнала мультимедиа системы. Настройки положения сидения 1 сохранены. Все. И в следующий раз, когда я, например, сяду в этот автомобиль, достаточно будет нажать на эту кнопочку, и все мои параметры настройки сидений восстановятся. Так, ну что, по отделке салона можно сказать, что здесь у нас присутствует кожа, да, комбинированная кожа на сиденьях, также на руле. Достаточно приятный руль. Я обычно, когда на все свои автомобили покупаю чехол для руля, здесь это бы не потребовалось, потому что он достаточно такой приятный на ощупь. Напомню, также в зимние дни, в прохладные, да, можно будет включать подогрев руля. Давайте мы сейчас его включим. Причем охлаждение сидений я включил несколько минут назад. Это очень хорошая функция, но можно ее немножко, наверное, даже пока выключить. В данном автомобиле, в автомобиле Kia Sportage 22 года установлена система Aero GLONASS. Далее у нас имеется еще одна панель чуть ниже, она тоже сенсорная.
Благодаря ей можно более быстро перемещаться по основному экрану. Навигация избранная, управление радио, управление радио, медиасистема. Ух ты, звуки природы. Ну-ка, давайте-ка. Живой лес. Сделаем погромче. Красота. Вот я думаю, например, вы выехали на природу, в такое не очень приглядное место, где нет птичек и так далее. Включили этот звук и, разложив заднее сиденье, спокойно уснули. Давайте посмотрим. Спокойные волны, дождливый день, уличное кафе. Ой, очень хороший, красивый звук. Друзья, ну, включив звук уютного камина, сразу можно определить, что здесь установлена очень хорошая аудиосистема. Это компании Harman Kardon. Здесь 8 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель. Звук очень четкий, чистый. Очень приятный на слух. Так, давайте послушаем, что еще есть. Снежная деревня. Я думаю, в очень жаркие летние дни можно будет это включить. И снова живой лес. Очень приятные, хорошие звуки. Так, ну и, соответственно, далее у нас идет кнопка установки работы с непосредственно настройками самой мультимедиа системы. Автоклимат. Здесь, кстати, классическая такая кнопочка, колесо для регулирования звука. Также здесь вынесено это соответственно, на руль. Так, ну и здесь также установлено еще одно колесико для быстрого выбора пунктов меню. С левой стороны от водителя расположена кнопка открывания багажника, регулировка фар по высоте, соответственно, отключение трекшн контроля. Ну, когда вам, допустим, не нужно это, то вы его, соответственно, отключаете. Можно сказать, что ручник классический ушел уже, скорее всего, в прошлое. В данном автомобиле установлен электрический стояночный тормоз. Причем, если в случае с ручником можно его оставить в таком положении и ездить, сжигая свои колодки, то здесь этого не произойдет, потому что как только вы нажимаете на тормоз и переключаете на D, он автоматически отключается. Вот. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь достаточно такой объемный бардачок. Также классический бардачок около пассажира. Ну, а здесь у нас, соответственно, в козырьке находится зеркальце с подсветкой. Я думаю, что автоледи это, конечно же, оценят. И вот здесь по этой панели, когда, я напомню, здесь вам показывал про сенсорную подсветку, здесь есть кнопка панорамного люка. Открывается он вот таким образом, практически. Слушайте, ну, мне кажется, в жаркий летний день это можно просто ехать и балдеть. Ехать и балдеть по трассе, как будто вы едете в кабриолете. Вот сейчас прямо, ну, само собой, это новая модель. Я первый раз в этом автомобиле. Если кнопку не нажимать до конца, то открывается только, соответственно, вот эта часть, козырек. И сразу в машине становится светлее. Ну, а если день не такой ветреный, как сейчас, не такой холодный, то можно и открыть весь люк. Слышите, какой ветер на улице, а у нас в машине очень комфортно и тепло. И таким же образом можно просто закрыть люк и потом также закрыть сам козырек. Красота. Так, как бы после съемок не пойти и не оформлять кредит на покупку Kia Sportage. Друзья, ну что, с передней частью мы более-менее разобрались. Возможно, я что-то упустил, но машина настолько нафарширована разными интересными вещами, что еще, думаю, что-то можно было еще рассказать. Но, возможно, не в рамках нашего такого обзора. Это обзор человека, который вот первый раз сел за руль этого автомобиля и первые впечатления.
Сейчас я предлагаю перейти нам назад и посмотреть, что же у нас, как себя будут чувствовать пассажиры заднего ряда. Это как это в Арктике там. Так, ну что, друзья, вот я переместился назад за водительским сиденьем. Кстати, сейчас давайте воспользуемся преимуществами панорамной крыши. Немножко запустим свет в салон. Так, возможно, будет лучше. Но и так, немножко пережал кнопку. Вот так. Ну что, у меня рост 1,80 м. Соответственно, я настроил под свой рост водительское сиденье. И, как видите, сам за собой я нахожусь. И здесь еще очень просторно, и, по-моему, даже можно вытянуть немного ноги. Вот. Что мне еще понравилось в этом автомобиле, это то, что можно управлять, соответственно, высотой спинки сидения. То есть в длительной поездке, я думаю, это очень хорошая фишка. Вот, я как владелец старенького Tahoe, вот, хотел бы, чтобы у него было тоже то же самое с задними сиденьями пассажирскими. Вот, ну что, здесь у нас находится такая комбинированная как бы ручка для, да, вот нестандартное такое вот решение по подголовнику. Это не только ручка, но, по-моему, даже можно повесить куртку. Кстати, можно куртку одолжить? А? Куртку можно одолжить? Я просто хочу посмотреть, как бы самому было интересно. Да, действительно, это такой не классический крючок, да, хотя вот он есть здесь, находится в этой части, там, где у нас есть ручка для пассажира. Выполнен он в таком виде, что за него можно еще и держаться. Но и также можно достаточно хорошо повесить свою верхнюю одежду. Так, у нас один из наших участников сейчас замерзнет на улице, поэтому вернем куртку обратно. Также еще один крючок для сумки. Очень, мне кажется, хорошее решение. Соответственно, карман. А здесь у нас, так как мы находимся уже в 21 веке, да, то есть гаджеты всегда с нами. Причем эта зарядка не USB, а Type-C, да, Type-C. Такого типа. Для задних пассажиров здесь у нас имеется на ручке на двери, соответственно, управление окном. Это классика, но также есть подогрев сидения, причем двух режимов. То есть пожарче и чуть потеплее. Далее, что еще? Здесь имеется такой вот небольшой бардачок для каких-то мелких вещей. Можно положить туда и сотовый телефон, управление обдувом. Если, допустим, два пассажира едут сзади, да, то здесь у нас вот так вот реализован подлокотник и два подстаканника. Так, сиденья у нас здесь, как я уже говорил, они сделаны из комбинированной кожи. Здесь также имеются специальные, для семейных владельцев автомобиля, специальные дополнительные крепления для детского кресла. Но про ремни безопасности, я думаю, говорить уже не стоит. Складывание сидений происходит двумя зонами. Вот это пассажирское сиденье можно сложить, да, и положить что-то такое длинное в салон, в багажник автомобиля. Как видите, здесь у нас раскладывается эта часть в такой достаточно ровную поверхность. Напоминаю, здесь можно также и поспать, можно и положить что-то, длинные какие-нибудь стройматериалы, что-то для дачи, для дома, что-то такое полезное, лыжи, сноуборд и так далее. Ну что, друзья, ну а с багажником мы с вами уже познакомились практически в самом начале обзора, но сейчас, я думаю, самое время проверить ходовые характеристики, как вообще рулится автомобиль Kia Sportage 22 года. И для этого мне нужно пересесть за руль. Так, ну что, конечно, самое главное — это безопасность. И, друзья, не забывайте пристегиваться во время езды. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а мы поехали. Так, для того, чтобы... Кстати, здесь регулировка ремня.
по росту. Для того, чтобы тронуться с места, нужно нажать тормоз и перевести селектор в положение D. Тут вообще ничего сложного нет. Ну, сразу можно отметить, что подвеска и не жесткая, и не мягкая, то есть нет какой-то такой валкости. Достаточно приятно идет по грунтовке. Я просто могу сравнить с валкостью, потому что у меня автомобиль Chevrolet Tahoe 2003 года, и это просто такой диван на колесах, который все время в таком плавающем положении. Здесь все достаточно приемисто, комфортно. У автомобиля постоянный полный привод, соответственно, это вам поможет при езде в не очень хороших дорожных условиях, будь то мокрый асфальт, снег, гололед и так далее. Так, ну что, друзья, сейчас мы выехали на асфальт. Режим у нас эко. И надо сказать, что клиренс автомобиля 18,1 сантиметра. Ну, 18 сантиметров клиренс. Так, что можно сказать? Надо сказать, что руль. Такое ощущение, что можно отпустить. И меня сразу автомобиль предупреждает, чтобы я держал руки на руле. Сейчас была подсказка о том, что я ухожу, видимо, как бы за полосу. То есть работает контроль. Вот. Буквально я еще даже колесом чуть-чуть наезжаю на полосу разделительную, и автомобиль меня предупреждает о том, что я делаю что-то неправильно. Это ограничение 60 стоит. Это почему? Он связан с этим, да, с навигацией? Помимо того, что у меня даже, учитывая то, что выключена навигация, как бы ее нет на экране, но около спидометра показывает, что он, видимо, знает, что я нахожусь в населенном пункте, и предлагает скорость 60 км в час. Если я скину давайте до 50. Да, и знак загорелся просто, как можно показать, вот ограничение 60. Если я немножко увеличиваю скорость выше 60, такое ощущение, что он, по-моему, загорается другим цветом, чуть-чуть более красным становится. Да, цифра становится красной. Тоже очень интересная тема. Бывает такое, что едешь по трассе, забыл, что заехал в населенный пункт, там просмотрел знак и продолжаешь двигаться так же, как и по трассе. То есть, а здесь вот вам можно наглядно, автомобиль подскажет, что вы превышаете нужную скорость. Расход на данный момент вот со скоростью 60 км в час показывает 8,7 литра на 100 километров. Режим эко. Давайте попробуем. Режим спорт. Спидометр поменялся, стал красным, более такой спортивный. И нажатия на педаль газа стали более резкими, чем в эконом-режиме. Так, ну у нас не про спорт, у нас про автомобиль. Давайте переключим в режим Normal. Ага. Интересно, что за режим Smart, сможем ли сейчас в этом разобраться. Smart. Smart режим я пока не понял. Ну, я думаю, что любые вопросы, которые уже вас более-менее начнут интересовать, если вы заинтересуетесь данным автомобилем, то в дилерском центре Call.me вас проинформируют, расскажут, покажут более подробно об этом автомобиле. У нас же такой более ознакомительный
процесс сейчас происходит. Ну, кстати, вот ямки тоже достаточно хорошо проезжает. Так, перейдем в режим эко. Ловлю себя на мысли о том, что не хочется заканчивать этот тест-драйв, потому что достаточно приятное ощущение от управления автомобилем. Руль очень четко слушается, никакого люфта, но может быть это у меня, как у владельца подержанных автомобилей. Вообще, я слышал такую фразу, что, ну, вопрос, да, какой автомобиль самый лучший, вот самый лучший в мире автомобиль? Кажется, ответ очень простой, это просто новый автомобиль из салона. Когда ты приобретаешь БУ автомобиль, это, соответственно, какие-то подводные камни, какой-то достаточно такой ремонт, не дай бог. Ладно бы навесное оборудование, но не дай бог что-то с двигателем и так далее. Вы, как бы, человек, который приобретает автомобиль в салоне, он от этого как бы избавлен. То есть гарантированно автомобиль, ну, минимум там в течение 3 лет будет служить верой и правдой, без особых каких-то серьезных поломок. Так, сейчас давайте-ка развернемся где-нибудь. Что-то я уже заблудился, хатасы такие большие. Если так мы выйдем, туда не уйдем, да? Надо обратно также возвращаться. Так, ух ты! Смотрите, я включил поворотку, и мне показывает слепую зону сзади автомобиля. Ух, это круто. По-моему, такая была реализация в Kia, который убийца Camry, как назывался-то? Kia K5. Друзья, здесь установлен электроусилитель руля, который в зависимости от скорости автомобиля становится более жестким, да, то есть когда вы набираете скорость, вам его сложнее как бы им управлять, нежели когда вы двигаетесь на малой скорости. Это можно вот прямо ощущать, где-то после 40 км в час он становится такой более тугой. То есть это даже, наверное, лучше в плане безопасности водителя, да. То есть вы ощущаете скорость не только как бы по спидометру, но также по жесткости руля. Так, сейчас я на скорости 50 км в час включил адаптивный круиз-контроль. Да ну, серьезно? Как страшно. То есть руль в этом режиме круиз-контроля, он сам, вот сейчас был поворот направо, и руль немножко подрулил в эту сторону, то есть помогает водителю. Но я не думаю, что это означает, что можно ехать вот так, то есть закинув руки за голову, но тем не менее. Да, я вот хочу немножко левее уйти, да, то есть идет полоса движения, разделительная полоса, но он мне не дает это сделать, немножко уходит вправо. Вот, смотрите, сейчас видно будет. Руль сам как бы не позволяет мне это сделать. Ну, а соответственно, если вы... Пусти, сейчас. Автомобиль сам держит полосу, и вот, по крайней мере, по хатасам двигается достаточно хорошо. Сейчас он мне предлагает держать руки на руле. Я думаю, в случае обгона, скорее всего, если вы нажимаете газ и поворотку, то эта функция должна отключаться. То есть автомобиль понимает, что вы хотите сделать обгон. Сейчас проверим радар. Так, впереди нас идет машина. Вот, он меня предупреждает, что впереди есть машина. И, кстати, снижает скорость. И теперь как бы цепляется за машиной. Плюс немножко подруливает колесом. Вот он обнаружит сейчас. Подъезжаем, догоняем машину. Да, и автомобиль притормаживает. То есть он не дает сократить дистанцию. Вот этого я как бы
первый раз за рулем такой машины, так можно сказать. Так, здесь, кстати, я вот нащупал, есть подрулевые лепестки. Я думаю, нам нужно отключить круиз-контроль, скорее всего, нажатием тормоза. И я переключился на шестую, вот пятая, четвертая. Прям как в Need for Speed. Как бы у вас есть возможность в случае необходимости переключить скорости вручную, да, то есть не надо никакие режимы переключать. То есть достаточно переключить лепестками. Но это может пригодиться, например, при подъеме, да, если вы там или слушайте, ну это вообще, то есть даже сложно говорить. Я понимаю, что можно расслабиться, но я еду и как бы машина все равно держит дорогу и немного подруливает, мне помогает. Кстати, очень полезная функция, то что камера с боковой с зеркала заднего вида транслируется при включении поворотника, потому что зачастую так бывает, что нужно, конечно, убедиться полностью в безопасности маневра, а здесь у вас полностью показывает всю слепую зону, которую вы, возможно, могли бы просмотреть, глядя просто в зеркало. Так, мы заезжаем в город Якутск. Здесь вообще ограничение 20 км в час показывает. Хочется посмотреть на карту. Карта. Да, карта полностью загруженная, русифицированная. Дублируется здесь ограничение скорости 40 км в час, также и на спидометре. Но мы едем в рамках дозволенной скорости 50. Так, я снова включил помощь водителя и приближаюсь к автомобилю. Посмотрим, как поведет себя. Я не все функции включил. Ага, вот. В режиме круиз-контроля включается эта функция. Снова вижу значок радара. В данный момент я руль только просто подстраховываю. Машина сама держит полосу. Обалдеть. То есть адаптивный круиз-контроль. Если я не держу педаль газа, и если он чувствует, видит, что машина впереди сокращается дистанция, он притормаживает. Несмотря на то, что установлен круиз-контроль на 46 км в час, он не ускоряется. Так, сейчас попробуем поднять до 50. 55. Да, он держит ту скорость, которую держит тот автомобиль. Впереди идет Toyota Wish. И несмотря на то, что скорость, круиз-контроль установлен на 55, давайте даже на 60 я поставил, он быстрее не разгоняется, потому что видит своими датчиками, что впереди идет автомобиль. Я не держу ни педаль тормоза, я даже почти руль не держу. Хотя машина периодически мне говорит, чтобы я держал руки на руле. Все равно я подстраховываю, конечно. Нельзя ездить таким образом. Но я напоминаю, друзья, что если у вас есть вопросы по данному автомобилю, то смело обращайтесь в дилерский центр Call Me. Там представлена линейка автомобилей Kia Sportage 22 года, разных модификаций, ну и, конечно, другие марки, другие модели этой фирмы. Так, я хочу пойти направо. Да, и руль мне позволяет это сделать.
Сейчас, ух ты, вот, вы видите, что машина ушла, и автомобиль разгоняется до той скорости, которая установлена круиз-контролем, а это 60 км в час. Впереди едет учебная машина, она едет по-любому медленно, и вот он чувствует и прямо снижает скорость. Сейчас мы будем ехать за учебкой. Причем дистанция достаточно хорошая. На мой взгляд, это вот и есть та самая дистанция, на которой должны двигаться автомобили на трассе. Что я сам тоже придерживаюсь вот таких вот взглядов. Не притираться прямо в бампер впереди идущего автомобиля, а вот держать такую безопасную дистанцию, чтобы в случае экстренного торможения вы могли быстро среагировать. Ну вот этот автоматика, вот учебка остановилась почти, поворачивает направо, уходит, машина полностью останавливается и постепенно разгоняется до 60 км в час. Я вообще сейчас никаких манипуляций ни с тормозом, ни с педалью газа ничего не делал. С другой стороны, это немножко как бы расслабляет водителя, скорее всего, да, то есть всегда нужно быть начеку в любом случае. Например, ямка. Еще бы радар бы распознавал ямы, неровности дороги, как бы оценивал дорожную обстановку, то есть полотна дорожного, это было бы вообще шикарно. Но я думаю, что будущее не за горами. Так, мы уже приехали, да? Вот, сюда. Опа. Все, ну что, мы благополучно подъехали обратно в дилерский центр Колми, дилерский центр Kia Motors. Но я хотел бы сказать, что прям получил удовольствие от вождения этим автомобилем. Даже не благодаря вот этим фишкам, да, интересным, но вообще в целом управляемость, приемистость и вот эти различные виды как бы управления, режимов движения тоже достаточно, я думаю, украсят и подойдут, я думаю, широкому кругу пользователей, покупателей, обладателей Kia Sportage 22 года. Но напоминаю, что это у нас максимальная комплектация, поэтому вы тоже можете обратиться в дилерский центр, подобрать для себя подходящую комплектацию, ознакомиться со всеми автомобилями поподробнее. Еще такой постскриптум, соответственно, нажатием кнопки переключения камеры заднего вида. Здесь мы справа видим обзор на 360 градусов. Мы сейчас находимся на парковке. И помимо этого, нажав на вот эту кнопку, вы переходите в такой режим от третьего лица. То есть вот здесь стоит автомобиль. И, соответственно, вы можете вот так вот таким образом покрутить, прям как в компьютерной игре. Сейчас я хочу передвинуться на парковку. Мне вот, например, нужно знать, что у нас находится с той стороны. Так. Или... Движение тоже можно глянуть. Сзади стоят газели. Интересная проекция. Причем при повороте руля он показывает примерно на обзорной камере на 360 градусов, куда я хочу повернуть. Ну, что касается камер на 360, это, скорее всего, разговор о том, что, вот, например, таких препятствий, как бордюры и так далее, то есть то, на что вы можете наехать. Например, сейчас попробуем припарковаться чисто по камере, встать ровненько по белым линиям. Все. Сейчас поедем назад. Классическую камеру заднего вида
еще вот так вот. То есть можно управлять видами камер. Вот это, я так понимаю, правая и левая части автомобиля. Это к разговору о бордюрах. Ну а нам больше полезно вот это сейчас. Двигаемся задним ходом. Выезжаем с парковки. Двигаемся вперед. Это задний вид, да? Так. Друзья, ну что, эмоции просто переполняют. Очень интересные фишки, интересные моменты. Я сегодня, ну, по крайней мере, для себя узнал несколько интересных фактов, что машины могут делать так. Ну, может быть, для кого-то это и обыденная информация, но, тем не менее, для меня, человека, у которого самый новый автомобиль 2003 года, автомобиль 2022, это как космический корабль. В общем, сейчас мы подождем вторую машину и примерно визуально сравним, в чем отличается модель 2021 года от модели 2022. Друзья, ну что, в завершении нашего небольшого обзора хотелось бы, ну, чтобы вы визуально посмотрели разницу между моделью 2021 года и 2022. Но, на мой взгляд, да, если вот прям мне сказали, выбирай этот автомобиль или этот, по чисто внешнему виду, я бы выбрал Kia Sportage 22 года. Ну, на мой взгляд, тут более такой брутальный передний вид, решетка радиатора очень такая симпатичная, вот эти обводы, соответственно, сами фары. Ну, внешний вид, можете сами посмотреть, гораздо более такой спортивный, я бы даже сказал, да. То есть недаром он называется Sportage. Вот. Но надо сказать, что над дизайном модели 22 года трудилось большое количество дизайнеров, работа была произведена большая, но и на выходе мы видим вот такой вот достаточно симпатичный автомобиль. Данный автомобиль у нас имеет начинку, много преемственности от автомобиля Kia K5, который называют, как я думаю, вы знаете, убийцей Camry. То если уж K5 убийца Camry, то можно Sportage 22 года назвать убийцей RAV4. Ну а мы видели это на примере проекции боковых зеркал при повороте налево или направо. Ну а также электронная начинка, много что взято от автомобиля Kia K5. Ну что, это был такой небольшой обзор, друзья. Если, напоминаю, вам понравился этот автомобиль, то вы всегда можете посмотреть, пощупать, потрогать своими руками эту модель у официального дилера в городе Якутске, официального дилера компании Kia Motors, в компании Call.me. Поэтому добро пожаловать, двери всегда открыты, приходите, смотрите, ну и, конечно же, делайте свой выбор. До новых встреч, пока!